Погостив в Москве, мы продолжаем наш путь прямиком на юг. Конечная точка, намеченная нами, это Крым. Дорога муторная и долгая, но тоску разбавляют местные пейзажи. Вот бы еще не было пунктов оплаты, но за все надо платить. И вот, потратив день, мы у Крымского моста. 19 километров и 595 опор моста отделяют нас от заветного полуострова. Не заметишь, а уже в Крыму. Если вас спросят, что посмотреть в Крыму, смело отвечайте: все. А мы наш экскурс начнем с Феодосии. Старинный город, история которого зародилась еще в конце VI века до нашей эры. В период правления генуэзцев были возведены оборонительные сооружения. Часть стен и башен сохранилась до настоящего времени. В разные времена Феодосия, она же Кафа, была центром работорговли, торговым портом, административным центром генуэзцев и промышленным городом. Сейчас же это уютный курортный городок со своей историей и кучей достопримечательностей. Продолжаем путешествие по побережью Черного моря. На этот раз мы в Орджоникидзе. Прекрасное место в гармонии с природой, потрясающее море и тысячи приятных воспоминаний. Вообще Крым богат на такие уютненькие места. Красивые виды будут сопровождать всю дорогу, что несомненно радует. Вот только жаль, с погодой не повезло. Дождь то и дело мешал любоваться местными красотами. Например, дорога до поселка Новый Свет. Серпантин проложен по южному склону горы Сокол. Протяженность всего около 6 километров, но вида, конечно, просто залюбуешься. В этих окрестностях снимались эпизоды к фильмам «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и множество других кинокартин. Едем дальше в сторону Ялты. В следующей части нас ждет подъем на гору Айпетри. А на этом все. Спасибо за просмотр.